Здравствуйте, друзья! Мы находимся в одном из супермаркетов города Бишкек в отделе безалкогольных напитков. И рядом со мной моя коллега Юлия. И здесь она не случайно. Все верно. В этом сюжете мы разберем, какую воду стоит принимать, а какой стоит отнестись с осторожностью. Я буду беседовать с обычными покупателями, а наш доктор объяснит различную терминологию. Ну что ж, я думаю, не стоит оттягивать начало и сразу приступим. Здравствуйте. Пожалуйста, представьтесь и назовите свой род деятельности. Звать Кинеш, работаю руководителем. Расскажите, пожалуйста, Кинеш, как часто вы пьете воду? В день раза 3-4, наверное. А в каких количествах? Это больше 2 литров. Но знаете, почему мы пьем так много? Ну, для того, чтобы восполнить потерю воды, то есть этой той жидкости, на которой буквально основан наш организм. Но при этом, чтобы утолить жажду, многие из нас предпочитают употреблять сладкую либо подслащенную воду. Но тут кроется подвох. Вот установлено, чтобы усвоить 1 грамм сахара, нам требуется 2-3 миллилитра воды. То есть мы выпиваем сладкое, еще больше воды на это расходуем, нас снова мучает жажда, и мы снова начинаем пить сладкий напиток. И в результате вот зацикливается и получается какой-то порочный круг. И отсюда многие проблемы. Сахарный диабет, избыточный вес, тромбы и там потом. То есть очень много проблем за собой несет именно такое. Лучше, конечно же, пить воду. Но установлено также, что лучше всего утоляет жажду газированная вода. Да, и, конечно, благоприятно влияет на желудок, на кишечник, ну и плюс на выделительную систему. А вот если пить просто обычную воду, не газированную, такую очищенную, то его приходится употреблять намного больше, чтобы утолить жажду. И в результате, соответственно, выделяется и побольше воды. И с этой водой мы теряем, конечно же, много микроэлементов, очень важных для жизнедеятельности нашего организма. Итак, Кинеш, после того, что нам рассказал доктор, какую воду вы выберете? Газированная. Тогда, пожалуйста, приклейте галочку к слову «газированная». Хорошо, благодарим вас. Так, с газированностью мы разобрались, давайте разберемся с содержанием. Вот с содержанием все достаточно просто. Вода бывает очищенной, минеральной и минерализованной. Давайте узнаем, какую воду предпочитают наши жители. Здравствуйте, пожалуйста, представьтесь и назовите свой род деятельности. Здравствуйте, меня зовут Адина, я студентка. Адина, скажите, вы покупаете воду в магазинах? Да. А вы смотрите на этикетку при этом? Нет. Но на самом деле зря вы это делаете, потому что на этикетке вы можете встретить вот эти слова. А что они означают, нам расскажет доктор. Так, очищенная питьевая – это означает, что просто вода, прошедшая фильтрацию. А минеральная и минерализованная отличается тем, что там и там содержатся, конечно же, минералы, но минерализованная она искусственно насыщена микроэлементами. То есть не считается минеральной и не обладает лечебным эффектом. А вот минеральная – это природная вода, проходит через природные резервуары минералов от определенной температуры, насыщается ими в определенных пропорциях, и, соответственно, она имеет благоприятное влияние на наш организм. Итак, какую воду вы выберете? Минеральную. Пожалуйста, приклейте галочку. Напротив слова, которое вы выбрали. Вот, благодарим вас. Кстати, вот здесь написано лечебно-столовая вода. Это что значит? Ну, вообще это означает степень насыщенности. У нас можно встретить 3 типа воды по насыщению микроэлементами. Есть просто столовая, лечебно-столовая, ну и, конечно же, лечебная. Я предлагаю подробнее это обсудить с нашим следующим участником. Здравствуйте, скажите, пожалуйста, как вас зовут и чем вы занимаетесь? Здравствуйте, меня зовут Нурия, я работаю в этом торговом центре. Нурия, как часто вы пьете воду? Я пью каждый день. Вот эти слова «столовая», «лечебно-столовая», «лечебная» что-то вам говорят? Не знаю, одно и то же, наверное. Вот, а на самом деле эти обозначения означают, сколько минералов, микроэлементов
содержится в 1 литре жидкости. Вот в столовой до 1 грамма, в лечебно-столовой от 1 до 10 граммов на литр, ну, а в лечебной больше 10 граммов на литр. Если столовую и лечебно-столовую можно употреблять самостоятельно, то лечебную лучше, конечно, под внимательным надзором врача. И, кстати, столовая не может восполнить ежедневную потерю микроэлементов. А вот лечебно-столовая может, особенно слабо или мало насыщенная. И для того, чтобы наши органы работали нормально, не испытывали дефицит микроэлементов, лучше, конечно же, употреблять ежедневно лечебно-столовую воду. Итак, после вышесказанного все-таки какую Я воду? выбираю лечебно-столовую воду. Отличный выбор. Хорошо, спасибо большое. Спасибо вам большое. Вот такие критерии выбора воды для утоления жажды. Ну и для ежедневного приема. Но сейчас я хочу вас познакомить с новинкой, с минеральной лечебно-столовой водой Джермук. В ее состав входят редкие и очень необходимые нашему организму минералы и биологически активные элементы. И лечебно-столовая вода Джермук является прекрасной профилактикой и лечением многих заболеваний посредством как внутреннего, так и наружного применения. То есть ей можно даже умываться. Даже принимать ванны. Здорово. Ну а мне остается только добавить: пейте правильную воду и будьте здоровы. Минеральную воду Джермук можно приобрести в сети гипермаркетов Фрунзе.